Уважаемые и дорогие зрители канала, который работает в прославленной, славной библиотеке нашего легендарного бурятского писателя Дашрабдана Атбоевича Батажабая. Очень отрадно знать, что такие замечательные условия, такой замечательный коллектив работает в этом культурном заведении. И хочется в первую очередь сказать о том, что с моим рассказом, со встречей сегодня с вами, во-первых, я, конечно же, всех вас приглашаю посетить хотя бы один раз в жизни наш комплекс музея-усадьбы Дандока Ишевича Улзатуева. Страна Айганга на бурятском звучит наша страна как Айгангын Орн. И потороплюсь пригласить вас, потому что на самом деле наши встречи должны быть частыми. За одну встречу, за один рассказ объять необъятного невозможно, ибо это люди, которые составляют душу бурятского народа, душу, совесть, жизнь бурят-монгольского, можно сказать, народа. Вот я и приехала оттуда. Я рассказала вам, что я живу, работаю на своей малой родине, в селе Шибертуй Бичурского района. Но сегодня моя миссия рассказать не немного, а вот постараюсь побольше вообще о Дандоке Улзатуеве. Наша родина располагается в 160 километрах от юго-западу от нашей любимой столицы, города Улан-Удэ. И вот именно такое село безумно любил Дандока Ишевич Улзатуев. И вот эти строки наверняка напомнят вам, знающим его поэзию хорошо, его стихотворение, которое он называл, что Сибирь называется Чибирь. И вот наше село называется Шибертуй. Это и есть край Сибири, один из уголков бескрайней Сибири, ну, получается, Восточной Сибири. Шибырте, хым игженерлеп, бумыте, шибыр шоғыгар силен соғы алдырша, шынгыты ой, сынгыхты гедла, улан хадымны шидылныл хормы дорого арша. Шибертуй, кто же тебя так назвал? Мне и неведомо. Лиственничные леса и приглашает напиться чудесного чистого аршана наша гора Улан-Хада. Вот так встречать будет наш родной Шибертуй каждого из вас. Сибирь, Шибирь. Почему наша родина называется Шиберте? Потому как наш край очень болотистый. Наша деревня имеет реликтовый парк. Реликтовый парк на бурятском называется наш Шуй. Он простирается длиною чуть ли не в 6 километров. Ну, вот сейчас он разрастается, но 4 с лишним километра точно он составляет. Это вечно зеленый ельник, где произрастают елочки, ели, лиственницы, пихта. Там очень чистые аршаны, прошу прощения, аршаны, чистейшая вода. Она прямо из-под земли она пробивается. Там ковшом, правда, воды не зачерпнуть, но можно чашечкой, маленькой кружечкой набрать чистейшей воды и также напиться, пригубить и прикоснуться к чистоте, я скажу, мироздания. Почему наш комплекс вообще называется комплексом? Потому что мы, когда организовывали, мы поставили задачей прославлять не только Тонта, не только родной дом поэта, где землю, где зарыта пуповина Дандока Ишевича и многих его друзей, соратников, также литераторов. О них я расскажу чуть попозже. Мы поставили 3 большие точки. Это наша земля, где родился Дандока Улзатуев, это усадьба Улзатуевых. Далее ельник, по кругу солнца от нас идем,
и на вечный наш булак. Это наш родник, который поил и вскормил всех шебертуйцев. Потому мы называемся комплексом. Но и на этом наш комплекс не заканчивается, не закругляется. В наш комплекс, в страну Аяганга, а наш Шебертуй уже наверняка будут уже скоро с помощью вас, туристов, будут, наверное, уже, скорее всего, скоро называть страной Аяганга. И вот сколько много, рассказывая именно об Аяганге, об этом волшебном, чудесном, неприметном цветке, я непременно прочитаю и эти строки. Но хочу напомнить всем любителям поэзии Дандока Ишеевича, что 3 великолепные песни сочинены поэтом вместе с композитором Базыром Ачировичем Церендашиевым. Это у нас от Аршана Улан-Хады буквально к нашему роднику ведет сквозной ветер. У нас очень ветрено. Долимхын у нас на бурятском языке, если сказать. Вот сквозное жавртайхынгазар. Ветреное, открытое ветрам. С горы спускается ветер, и он проносится до нашего родника. Здесь сочинена песня, стихотворение Дандока Ишеевича «Долим гирюхын гунинтын». Вот эта песня, которая имеет 3-й куплет на русском языке «Здравствуй, ночная прохлада». Эта песня является нашим гимном тосовцев страны Аяганга. Мы, встречаясь, все с удовольствием всегда исполняем эту песню. Но где же найти такую деревню? Простую, возможно, где-то многими и кем-то забытую, но такую прославленную. Потому что один из талантливых сыновей, именно имею в виду один из многих талантливых сыновей Шебертуя, сумел за свою короткую, но яркую жизнь сочинить неимоверное количество бессмертных произведений. И о ельнике расскажу. Многие любители песни, возможно, знают песню «Шулун дегур миралзад, шулын хорхат хайныкта». Эта замечательная песня также на музыку Базыра Ачировича Церендашиева сочинена нашим Дандоком Ишеевичем. И третья точка нашего комплекса, которые, вот эти 3 точки стояли у нас главной целью, это есть как раз наш булак. Ну а эта песня, вообще люди думают, многие, вот я сколько слышу, эта песня уже давным-давно бурятским народом, монголами, халхо-монголами, проживающими бурятами во внутренней Монголии, Китая, называют ее народной. Это песня «Булакта унярынь тунатбайна». Ну а вообще позапрошлом году я услышала, агинцы поют, вместо шевырта вставляют агу свою. Ну а дело пошло народное, творчество никогда не остановить. И это очень прекрасно. Самое главное, основные слова, несущий текст стихотворения знаком многим и очень любим. Наш незабвенный Курмканский район, деревня Аргада. У меня оттуда очень много друзей. Они очень такие живые, такие волевые люди. Я услышала один раз, как они поют Дандока Улзатуева и Базыра Ачировича песню «Булакта унярынь тунатбайна», вставляют туда уже Аргаду свою. Вот это и есть как раз тот момент, когда творчество поэта осталось на века. Насколько мы будем дружить с книгой, насколько мы будем любить общение с этим волшебством, с этим даром, с книгой, с живой книгой, настолько долго мы продлевать будем жизнь наших любимых с вами поэтов и писателей. Родной дом Орсыгырын, буряты говорят Орсыгыр, Тургынгыр – это родной дом
2 окнами именно смотрел на Хайрангу. Но тогда, когда старший брат Дандока Ишевич, это мой отец, мои родители начали строить большой дом, они северную стену всю разобрали, ибо она была вся ветрами, дождями, снегами, годами, вся, как говорится, уже, ну, то есть уже пришло в негодность, она была глухая стена северная. И там самое дорогое потеряли шебертуйцы, вообще история. Дети очень любили складишки. А это ножики складные. И вот ножиками складными ребята собирались в доме у нас, а это могучая кучка шебертуя. Они вошли в историю литературы Бурятии под этим названием, потому как они сами название великих композиторов, музыкантов взяли и ничто примерили на себя, и вообще так в истории остались могучей кучкой. И вот тут я начну произносить эти фамилии. Кроме Дандока Ишевича Улзатуева, это, конечно же, Царендандок Хамаев, Бальжнима Намдыков, Царендандок Шакжиев. Это наш Бальжнима Намдыков, Царендандок Шакжиев, Владимир Жалсанов и Дамбинима Дамбиев. Дамбиниму Дамбиева, писателя и художника, вначале не вносили в это число, но в 2013 году, буквально перед открытием нашего комплекса, перед празднеством, их учительница русского языка, литературы, бурятского языка, литературы, проживавшая тогда в деревне Зугалай у себя на родине в Агинске, в Читинской области, она позвонила мне и попросила не называть больше могучую кучку в числе 5 ребят ее учеников. А она попросила непременно включать сюда имя нашего земляка Дамбинимы Дамбиева. И вот такая огромная сила шебертуйцев, ровесники, но они друг за дружкой, может, год, два, три, на год-два они ровесниками, ну, то есть разница в этом была в возрасте. Точно знаю, Царендандок Хамаев родился раньше Дандока Ишевича на полгода, ну а дядя Бальжнима был старше года на 3, на 4. Бальжнима Намдыков – это тоже интересный человек, вот о нем вот пока не забыла, расскажу. Он был членом Союза журналистов СССР, вообще закончил физико-математический факультет БГПИ. Но вот смотрите, насколько была сильна вот эта сила, вдохновенная сила любви к языку, к сочинительству, вообще к литературе, которая была подарена этим детям великолепным педагогом Церегмой Намдыковной Намдыковой. К сожалению, она уже ушла, вот 3-й год, как ее нет. Но в 2013 году, после открытия нашего комплекса, я все-таки успела познакомиться с нею. Съездила в Зугалай, она там всю жизнь вела огромную общественную работу, была бессменным депутатом райсовета. В 3-этажной огромной шикарной школе она встречала гостей. И, конечно же, агинцам, землякам этой замечательной женщины Церегмы Намдыковны Намдыковой, талантливого педагога, учителя с острым умом, с великой душой, хочется сказать огромное спасибо всем ее землякам, конечно же, родственникам. Эта женщина начала трудовую деятельность в деревне Орлик, это далеко в Акинском районе. Тогда Орлик был, конечно же, очень далек, потому что и сегодня до туда, ну, наверняка минимум как 800 километров. Но дорога намного, конечно же, лучше. Она там преподавала 5 лет и хотела поближе перебраться к своей родине, и ей удалось попроситься у нас граничит ведь наш район и с Забайкальским ныне краем, по-старому Читинской областью. Она переехала к нам. И она рассказывала, что она очень переживала, как ее примет новый коллектив, какие дети будут. Но она попала именно туда, где начинало бурлить творчество, как бурлит до сих пор наш вечный шебертуйский булак, наш родник. Бьют родники в нашем ельнике. Правда, чуть меньше стало воды, аршана, но у нас улан-хады. Здесь, конечно же, большой и очень нехороший вопрос встает, но все-таки беречь мы должны все наше зеленое богатство.
И очень жаль, когда мы видим, что нещадно вырубаются леса, идут на протопку ли, или уходит ли это куда. Но наш Шебертуй со своими болотами, Шевыршовая гора, и на сегодня все-таки богат. Бажнима Намдыков был членом Союза журналистов, член Союза писателей СССР. Это Дандок Ишевич Улзатуев и Царендандок Хамаев, конечно. Царендандок Хамаев прожил более долгую жизнь. У всех этих ребят была очень короткая жизнь. Дамбини Мадамбиев чуть дольше прожил. Он, однако же, ушел до Царендандака Хамаева. Самым первым в 28 лет ушел Владимир Шалсанов, автор детских стихотворений. Как сегодня мало вообще поэтов, пишущих для детей наших. И Владимир Шалсанов был как раз вот в этой группе детей, любящих литературу, любящих сочинительство, хорошим поэтом детским. Бажнима Намдыков отличался, любил басни. Ну, Дандока Ишевича вы знаете. Царендандок Хамаев прославлен, вообще себя оставил в памяти как великолепного прозаика, романиста, а великолепную работу журналиста. Всю жизнь, кстати, много лет проработал он и в Загираевском районе, а наш Царендандок Шакжиев. В день открытия нашего комплекса его родственники, его племянницы привезли все его рукописи к нам в комплекс и отдали на вечное хранение. Он был журналистом. И Дамбини Мадамбиев, кроме того, что был художником, он обладал тоже огромным даром к сочинительству. Он писал великолепно прозу. И вот в Аге, надо заметить, это будет не полный рассказ о таком учителе советского времени. Царегма Намдыковна по возвращению в Агу, на свою родину, она там воспитала чуть ли не более 10 писателей тогда Читинской области. Ну вот, повезло этим ребятам друг с другом. Повезло, конечно, несомненно, с их родиной, великолепной, прекрасной родиной, неповторимой природой Шебертуя, всех окрестностей. Повезло и с учителем русского языка и бурятского языка литературы. Она сочинила в свое время стихотворение солдату, воюющему во Вьетнаме, письмо от девушки-бурятки. И как будто она поднесла огонек буквально уже к тому, что начинало полыхать. И вот наша бурятская литература осталась очень богатой, обогащенной она осталась творчеством вот этих, я бы сказала бы, диковинных ребятишек, родившихся в 30-е предвоенные годы. Насколько было тяжело тогда жить, какая электроэнергия. Они по очереди таскали, наматывали на тряпье, ну, как делали керосином, всю, ну, готовили тряпье, обматывали и жгли вот это, от этого керосина поджигали керосиновую лампу и ночами сидели, творили. И навеки осталось в памяти у благодарных земляков и вообще знатоков бурятской литературы литературный кружок Ошун. Это искра, которую организовала вот эта талантливая женщина Царегма Намдыковна. Ну и вот наверняка, ну что сказать, светлая память всем этим людям, которые помогали рождать и творить сегодняшнюю бурятскую литературу. По Дандоку Ишевичу, конечно же, нужно рассказать очень многое. Но вот здесь, в этой библиотеке находясь, я хочу еще раз затронуть тему вообще любви к книге. Книгу нужно любить, книгу нужно почитать. Это просто необходимо. Тот, кто начитан, он всегда в жизни сможет состояться. И состояться не абы как, а состояться как можно успешнее. Дружите с книгой.
И вот Дандок Ишевич Улзутуев прославился как автор 15 сокровенных песен, переведенных Евгением Александровичем Евтушенко в первые годы учебы в литературном институте имени Горького. Какая была тяжелая жизнь в 50-е годы. Тогда его старший брат Тагоша Ишевич начинал строить большой дом. Вот этот дом, трехстенку, пристроили как бы с севера, закрыв этот большой дом. В 1956 году родилась моя старшая сестра, в 1954 родился и старший мой брат. И он собирался уезжать поступать, и в 1956 году он уехал поступать в Москву вместе со своим двоюродным братом. Он его сопровождал. Ехал он в Ялту, очень любимый брат Дандока Ишевича Доржи Метыпов. И первый год, когда они уехали в 1956 году, не поступил он не прошел по конкурсу. Но еще до института пока далеко. Наш Дандок еще живет в Шебертуе. Они там творят, они растут, они помогают друг другу, обретать более острое перо, учатся друг у друга и начали, конечно же, они публиковаться. Бурят-Унен, молодежь в Бурятии, газеты их печатали, и довольно уже имя к моменту поступления Дандока Ишевича в литературный институт было довольно известно в Бурятии. Но вот Шебертуйская школа тогда не была средней. Они, закончив 7 классов, кто куда разъехались. Царендадок Хамаев тогда уехал из одной из своих сестер старших в Долме Хандаевне в Кяхту. В Кяхтинском интернате он уже учился. Дандок Ишевич уехал в деревню Малый Куналей. Там учился. 2-й год он учился вообще в Бичурской школе номер 1. И в это время вот они там снимали уголок. Великолепный этюд есть. Бышургыжы Алдырша. Это о селе Бичура. Он жил по улице длинной, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса. Уголок маленький снимали с нашей мамой, с Дугармой Гадыповной, ветераном труда и тыла, вдовой участника войны. Наш отец умер рано, в 42 года. Они снимали уголок в семействе Афанасьевых. Она трудилась тогда секретарем Бичурского районного суда. Мама моя. Они спали, было время очень бедное. Вот если я вам сейчас начну рассказывать, я просто потрачу впустую время, потому что это не жалоба, это просто вы воспримете как, возможно, жалобу, возможно, это неуместно, но поймите, насколько была тяжела жизнь. А люди мечтали о каких высотах. И они как любили свой родной язык, как они любили язык своих матерей. Вот с них, с каждого из них надо брать нам, дорогие мои, пример. И вот они проживали в семье. Дядя Брежнема учился там же, также какой-то уголок снимал. Вот такие большие караваи хлеба им отправляли, и они прямо до крошек этот хлеб считали, потому что в чужом краю за 40 километров, обучаясь в школе, они, конечно же, и не доедали. Но вот пришло время, когда открылась в Шебертуйской школе десятилетка, и они, некоторые, вернулись об истории каждого, то есть они, в общем-то, считаются учащимися Шебертуйской средней школы. И вот каждый пошел по своему пути, но литературную стезю выбрали Царендадок Хамаев и Дандок Ишевич. Но сокровенные песни появились уже в 1957 году, когда наш настойчивый Дандок Ишевич поехал поступать на 2-й год, опять же, в Москву. Он хотел быть поэтом, и именно в имени Горького литературном институте он хотел выучиться. Цель поставил, и этой цели он достиг. И 1-й год он поехал, со всеми познакомился, со всеми вахтерами там в Переделке, на это общежитие литературного института. Он со всеми перезнакомился, со многими сдружился, успел.
Полгода он поработал в Москве, из Москвы прибыл в Улан-Удэ. Ему было стыдно, видимо, возвращаться в Шебертуй. Он взял и нырнул в огромное музыкальное сообщество студентов музыкального училища имени Чайковского в Улан-Удэ. И именно там он обрел очень много друзей, композиторов, в числе которых, конечно же, наш уважаемый, наш любимый Базыр Очирович Царендашеев. Вот он с ними сдружился, а так как он был очень талантлив, щедро был одарен разными талантами парень, он очень быстро в этом музыкальном кругу стал музицировать, научился игре на пианино, на фортепиано. Он очень многое, буквально за полгода, и за общение с этими музыкальными такими молодыми своими сверстниками, он начерпал довольно много. Вот что такое талант. С кем поведешься, от того и наберешься. Есть такая русская пословица. Вот так именно как раз и случилось в судьбе Дандока Ишевича Улсутуева, когда он оказался в кругу вот таких замечательных, растущих тогда композиторов. Он стал разбираться, конечно, в музыке, в разных понятиях партитуры. Посещали, конечно же, театры. Наш любимый, всем народом любимый Бурятский драматический театр. Конечно, они ходили только в ныне открытый театр оперы и балета, они его безумно любили. Там они, уже он студентом будучи, там дружили все, росли. Ну и он был франтом, Дандока Ишевич. Он был очень аккуратистом таким. Он любил красиво подать себя и умел. Он был красив, он был интересен. А его душа изливалась просто из него. Просто она изливалась. Он всех, кто его окружал, одаривал своей любовью, своей незаурядной энергией. И он любил каждого. И был очень отзывчивым человеком. Он любил помогать людям, посторонним людям, чужим людям. Я недавно была буквально 4 ноября на открытии памятника первому европейскому чемпиону по борьбе Олега Алексеева на Проточной 1А у галериста, хорошего, очень великого человека нашего времени, я должна сказать, у мецената Льва Львовича Бардамова. И я там нашла огромное количество работ художника Владимира Павловича Лищенко. Я, оказывается, об этом даже и думать забыла. Он был большим другом дяди Дандока, а его привез из Москвы потерянного, никому не нужного, потерявшего вот чуть ли не себя, ну такого очень парня. На вокзале они познакомились. И насколько было велико желание поэта, молодого поэта, помогать людям. И он Владимира Павловича забрал из Москвы, из этой огромной Москвы, купив ему билет в этот плацкартный, и они прибыли в Улан-Удэ, где он стал, конечно же, работать, художником стал. И вот я была не в галерее, а в музее спорта «Олимп» у Льва Львовича Бардамова. И там я нашла огромное количество картин Владимира Павловича. Почему они мне очень знакомы? Вот в эти дни мои земляки, шебертуйцы, ну вот одна семья, но тоже также имеющая это прямое отношение к поэзии Дандока Улсутуева через его стихотворение, через его одно из замечательных произведений, стихотворение «Сысык». Семейство Доржиевых оказывает нашему комплексу музея-усадьбы помощь. Они переиздают с разрешения Амрсана Дандоковича 2 детские книги.
Первая книга вообще Дандока Ишевича Улзатуева – это «Горгны Горбанёса», «Три тайны пера», стихотворение детям. И в 1969 году вышла книга «Шоуши». Эта книга «Шоуши» была иллюстрирована целиком именно Владимиром Павловичем Урищенко. Он писал ярко, он украинец. Вот он ярко писал, цвета такие очень, то есть очень преобладает в работах, акварельных работах, возможно, скорее всего, Владимира Павловича Урищенко, ярко-красные, оранжевые, сочные, желтые, зеленые тона. Ну вот, как говорится, человек с Украины. И вот книга «Шоуши», замечательная книга. Вот на сегодня она одна в книгохранилище в Национальной библиотеке. Любезно Людмила Владимировна мне дала забрать эти книги ненадолго, чтобы отсканировали там, где будут переиздавать. В вашей библиотеке непременно в следующую нашу встречу я вам принесу эти подарки. Вот эта книга, иллюстрированная Владимиром Павловичем Урищенко, на сегодня никак не уступает новым, вот сегодняшним ярким, таким красочным книгам. Я думаю, что сколько вот выйдет экземпляров по библиотекам, непременно детские книги мы раздарим. А самое главное у нас Амарсана Дандокович, сын Дандока Ишевича Улзатуева, также выпускник литературного института имени Горького. Но на сегодня он еще и преподает уже много лет на кафедре литературных переводов. Он у нас преподаватель с многолетним стажем. Амарсана Дандокович поэт, но очень также прошу всех вас, дорогие зрители, также параллельно интересоваться творчеством, творческим богатством уже Амарсаны Дандоковича Улзатуева. Он гениален. Я говорю, что он гениально пишет. И вот его книга стихов «Утро навсегда» в начале 2000-х годов, когда ушла из жизни его мама, супруга Дандока Ишевича, Валентина Лупсановна, добрейшая, красивейшая, мудрейшая женщина. Рано, конечно, она нас покинула, и на уход ее сын ее сочинил много стихотворений, маме посвятил книгу «Утро навсегда». И эта книга «Утро навсегда» также вся, так же, как и эта «Шоуши», она вся иллюстрирована Владимиром Павловичем Урищенко. И вот он потом, Владимир Павлович, женился на талантливой, Алзоева была тоже художница, вот из одного мира искусства, прожил очень хорошую жизнь, и растет у него сын. И вот такая судьба. И вот подарок всей Бурятии, что у нас оказался еще и нашим земляком, и прожил всю свою жизнь с нами наш современник, а он ушел года 3 наверняка назад, Владимир Павлович Урищенко, который также в творчестве Дандока Ишевича Улзатуева очень близко контактировал. Много работали они. Ну а почему он понимал художников, Дандок Ишевич? Он сам великолепно рисовал. Он рисовал, он еще и дружеские шаржи какие выдавал. Вы приедете к нам в музей, я вам покажу. Настолько интересны его работы, а пока немножко, как говорится, засекречу, немножко сохраню некие интереснейшие тайны. Приедете, я вам очень интересно многого расскажу и покажу. Он красиво рисовал. Вот в Чайковском училище, в музыкальном училище имени Петра Ильича Чайковского он стал чуть ли не композитором сам. Он вообще действительно он сочинял, он мотив, он подсказывал все. Ну а общаясь с Владимиром Павловичем, он свои эти, и они занимались еще и резьбой по дереву, по кедру. Там очень интересные работы, вырезанные по дереву. Вот они все из этой серии. И это все вместе с друзьями делал Дандока Ишевич. И он мало того, что был художником, он в молодости
живя в Шебертуе, учась в школе, сочиняя вовсю. Парнишка был неугомонный, он бегал к дядюшке Шейсарону в кузню. Кузница у нас была, но тогда в каждой деревне, там же ведь лошади рабочие, кони, надо было подковывать. Очень много подков в Шебертуе он сам сделал, смастерил, да? Он с кузнечным делом знакомый, Дандок Ишевич был. И также, когда вы приедете, я вам даже покажу кочергу, но такую с завитушками, такую красивую, ею мы до сих пор пользуемся. Прихватки, все сделаны руками Дандока Ишевича. Сегодня, говоря о Владимире Павловиче, вот, наверное, сейчас вот я хочу, нужно мне остановиться на детях этих наших ребят, членов могучей кучки Шебертуя, кем они сегодня стали. Но Добросана, вы поняли, также он закончил, как и отец, его литературный институт имени Максима Горького, и пишет на русском языке. Он, можно сказать, на сегодня еще и занимается большой, можно сказать, научной работой. Он занимается стихосложением, новой формой стихосложения на русском языке, называемой анафоры. Он очень много пишет. И вот в прошлом году ушла у меня мама из жизни, 92 года ей было. Вот то, что вот я сижу сегодня перед вами, дорогие мои зрители, каждый из нас обязан маме. И мы обязаны, конечно же, мамам вообще жизнью на земле, тем, что мы родились людьми. Ну и вот наш комплекс также, конечно же, сохранился. И сегодня функционирует. Мы его развиваем. Благодаря труженице великой, матери 5 детей, супруги старшего брата Дандока Ишевича, Тагоша Ишевича, фронтовика, ушедшего рано из жизни. Наш отец умер в 1967 году, оставив 5 детей. И дядя Дандок Ишевич прожил тоже недолго после ухода старшего брата. В 1967 году очень глубоко философские, серьезные стихи о жизни и о смерти начал сочинять Дандок Ишевич, потому что его в этом 1967 году настигло огромное горе потери старшего брата. Они были очень и очень дружны, они очень любили друг друга. Когда мама моя вышла замуж за нашего отца, Дандок Ишевич учился в 6 классе. И вообще ее всегда называют, вообще люди должны знать, шебертуйцы все. И я стараюсь всегда говорить о том, что она была как родная сестра ему. И она была всегда первым критиком, слушателем всех его стихотворений. И мама была очень начитанной, грамотной женщиной. Ну вот мы ее потеряли, но она подняла 5 детей одна, свою свекровь прожила с нею всю свою жизнь. Конечно же, нужно отдать должное, и, конечно, в ее лице всем нашим мамам, людей моего возраста, а значит и бабушкам вашим, молодые зрители этого канала, к бабушкам своим, к дедушкам будьте крайне внимательны. Пожилым людям многого не надо, абсолютно. К ним нужно проявлять лишь внимание, простое уважение, лишний раз подойти, приобнять, лишний раз сказать ласковое слово. Вам всегда это удастся. Жалейте, когда они живы, они когда рядом, вот тогда мы должны показывать нашу преданность и искреннюю любовь. И мы должны все горбун зовын, 3 мягкости, 3 дела мы должны дарить. Мягкость слова, во-первых, мягкость еды, физической еды, ну и мягкость простой постели, чтобы
кроватка была удобная и так далее. Все когда-то мы и постареем, дай Бог, но это тоже опять-таки удел избранных, дай Бог. Богу только одному все известно. Ну и вот она всю жизнь отработала в Бичурском совхозе, всегда работала на 2 работах, дала всем нам образование. Ну, много детей, внуков у нее. Ну, не у нее, а вообще Тагоши Ишеича и Дукурмы Гдыповны. И вот сегодня будут снимать работники библиотеки Батажабая экспонаты наши музейные, и вы здесь увидите уникальную микроминиатюрную книгу. И наверняка сейчас, коль я затронула от сыновей наших ребят, перешла как-то на маму, на мою маму, я сейчас работаю, но вообще давно я это начала, над произведениями Дандока Ишеевича, которые стали народными. Вот как Булыктауни Арентунатбейна о песне рассказывала же я вам. И люди, познавшие горечь одиночества, люди, действительно на себе ощутившие одиночество, они безумно любят стихотворение Дандока Ишеевича «Захя». Хады, саганы, хейлах, хирыда, хейлгана шубу, муйлаху, хейлгана шубу, не уйлаху еда, хейртана моя ганаре. Когда растает снег в горах, когда в холодной синеве заплачет птица хейлгана, ты вспомни обо мне. Вот это стихотворение, и еще со стихотворением на бурятском языке, замечательным произведением Дандока Ишеевича «Бурят Хылым», микроминиатюристом, амичом Анатолием Ивановичем Коненко сделана книга микроминиатюра, которую мы сегодня вам, ну вот в это посещение я с вами этой работой сибиряка еще одного, который настоящий на сегодня левша, тот самый левша. Это уму непостижимо, невообразимо. Если еще она будет гостить у нас, вы меня только позовите, и я к вам по весне приду, и я вам столько всего еще расскажу и покажу. И вот это стихотворение посвящено поэтам нашей маме, оставшейся вдовой, с 5 детьми на руках. Он любимому брату, ушедшему из жизни, как бы вложил в его уста эти строки. Найдите в книгах Дандока Улзатуева это стихотворение и на бурятском языке, и на русском языке, в переводе Станислава Юрьевича Куняева. Огромное спасибо ему, благодарность, замечательный перевод. Ну а на сегодня наш Амурстан Дандокович начал заниматься переводами на русский язык стихотворений отца. Он начал пробовать, потому что он хочет вот эту всю природу, возможно, он хочет. Ну и это же хорошо, ничего в этом плохого нет, это просто замечательно. Но вот это одна из видов моей работы, направлений, когда я рассказываю о тех именно людях, что вот с мамой случилось, она 22 сентября 1967 года осталась вдовой, а Дандок Ишеевич тогда работал в Бурят-Уныне, и вот готовился новый номер к набору, и между строчек он это стихотворение сочинил на бурятском языке. Намарео любаны он хахирыда, напшаного хагдерхл, напшаного хагдерхуида, намегашивни ханареш. Когда осенний листопад покроет золотом листвы уже увядшие цветы, ты вспомни обо мне. Так переводит Куняев. Посмотрите, это замечательное произведение оказалось шедевральным. Я его так называю, мало того, гениальным. С точки зрения вообще поэзии мировой, поэзии на всех языках мира. Анатолий Иванович Коненко давно начал огромный проект, который он назвал «Великим в малом». «Великое в малом». Большая работа проведена сотрудниками Национальной библиотеки имени Максима Горького
краеведческим, видимо, отделом. Ну, там очень много женщин. Коненко по всем национальным республикам, вообще по городам, по весям, везде разослал свое желание получить одно из самых лучших стихотворений, именно поэзию, на всех языках России и еще мировых языках. Он ведет огромную работу. И у него в мечтах, как он мне сам рассказывал, 250 языков мира. На их родной язык он хочет увековечить в этих стихах. И для стихотворений, нельзя говорить стихах. И это должны делать эксперты, которые действительно компетентные. И мне рассказывали 70 или 75 стихотворений лучших бурятских поэтов собрали. Он просмотрел, а он смотрел, что шедевральность в чем? Отсеял половину, потом из половины половину, потом из той половины еще половину, и так в итоге осталось 3 стихотворения. Но они не идут под фамилиями, они все засекречены, то есть там нет Иванова, Петрова, Бадмаева, Сидорова произведения ли. Просто идут стихи. Он просто ищет строки. Оказывается, шедевральность заключается в том, что в стихотворении наличие даже знаков препинания оказывается подвластны к неким требованиям. Конечно же, великий и могучий русский язык представил, кто? Конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Но я пока не знаю, каким стихотворением. В следующий раз я узнаю. Я вам расскажу и об этом. Наш великий могучий русский язык в этот проект вошел одним из стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Наш родной бурятский язык в этот проект «Великое в малом» вошел стихотворением «Захя наказ» Дандока Ишевича Улзатуева. И за это огромное спасибо всей команде библиотекарей Национальной библиотеки. Они провели огромную работу. Он спросил, из этих 3 стихотворений оставляю данные. Вот на Захя. Спросил, чье это произведение, сказали Дандока Ишевича Улзатуева. Дандока Ишевича Улзатуева, но насколько он известен, он же всего знать же не может, Амич. Сказали, он очень популярен. Ничего, это же идет проект. Он ничего иного не спросил, как он спросил. А у этого вашего популярного поэта есть стихотворение, посвященное родному языку? Бурятскому. Сказали, да есть самый лучший, на сегодня, как мы. Байгалы оғындаларюн тоңғылық, басығыны мигрылды орин налғыл бурят хылымны. Сказал срочно выслать ему. Выслали. И он в книге, миллиметр на миллиметр, он вообще поселил эти 2 стихотворения. Потому что у него проект гласит «Великое в малом». Он хочет за свою жизнь, дай Бог ему сил, здоровья, таланта, упорства. Вот он корпит же, это же. Он через такие сильнющие, такие микроскопы он работает. У нас 11-каратный микроскоп с собой, мы возим, показываем людям. И любезно на день открытия нашего комплекса в 2013 году по почтой он отправил свое единственное в мире произведение, его работу, в гости к нам, потому что он сказал, Санта-Гашин, вы должны доводить до людей, до детей особенно. Вот мою работу через произведение вашего родственника вы должны в детях будить их таланты. Возможно, кто-нибудь где-нибудь-то в глуши сидит такой талантливый и может даже и такие вещи делать. Для того, чтобы создать эту книгу, он рассказывал, что только инструментарий он готовил 4 месяца с лишним. Описал эту работу год. И эта бесценность, это находится у нас. И она живет с нами 8-й год. И я всегда рада при встречах показывать много где я была,
Но еще больше осталось мест, где я должна появиться. Но всему этому, я думаю, что вы, дорогие мои зрители, поможете. Вот в моей иногда, не иногда, а часто буксую я. Много разных проблем, конечно же, без препятствий, без проблем. Наша и жизнь, и не жизнь. Так что, но вы, наверное, уже проникнетесь, наверное, начнете также и вместе со мною, Влад со мною, Влад с сотрудниками нашей любимой библиотеки, также пропагандировать имя одного из замечательных поэтов Бурятии, Дандока Аюшевича Улзатоева. Но здесь, наверное, я все-таки лирическое отступление сделаю. Я все-таки Евгения Александровича Евтушенко «Приезд» хочу вам рассказать. Мама мне говорит, 16-й год на дворе, 75-летний или 80-летний юбилей моего родного Вечурского района в тот день именно отмечала общественность. А именно в этот день поездом прибывал сам Евтушенко к нам в Бурятию. Помните его турне, который он дал по железной дороге, начиная вообще с Петербурга, он доехал до Владивостока. Ну, тогда это было такое огромное культурное событие. Ну, как же я могла оставаться в стороне? А мама мне говорит: ты, доча, ты что такая простая-то? Что думаешь, тебя туда подпустят к Евгению Александровичу? А я говорю, а я у кого спрашивать-то буду, мама? Они же друзьями были. Я сколько дневников читала Дандока и Шино, дядя Дандока. Он там даже писал о том, что как они гуляли на свадьбе у Евгения Александровича Евтушенко и у Беллы Ахатовны в общежитии литературного института. Его первая супруга сама Белла Ахатовна Ахмадуллина. Но не знаю, дочь, она же вот сельская. Вот она вот все-таки, она переживала, что я просто там садом, огородом заниматься же надо, там масса дел, я же деревенская женщина-то. Дел-то у нас всегда выше крыши. Ну и, наверное, надо было работать, а подумала, я целый день потеряю. Ну, я утром, во сколько, в 4, в 5 уже подскочила, уже в 5 я на остановке была, сильнейший ветер был, прямо с Улан-Хады дул ветер. И я подумала, что-то здесь не то. Мама, что-то у меня это... А я собираю аягангу, пахучую нашу аягангу. С чем я могла прийти к такому великому поэту России, поэту современности, другу Дандока Аюшевича? С чем? Я взяла в мешочек, набрала аяганги. От нашего музея комплекса у нас красивое благодарственное письмо есть. От музея, от народа, от шабертуйцев. И я подумала, только вперед, ни шагу назад, езжай. И меня подобрала одна попутная машина, я приехала с его дочерью Дандока Аюшевича, Царствие Небесное, до ухода моей мамы ушла наша сестра, любимая дочка Дандока Аюшевича. Мы с ней встретились. И мы побежали на вокзал железнодорожный. Прибежали на автовокзал и держали книгу. У вас, возможно, в библиотеке есть аяганга в оранжевом переплете с красивым портретом Дандока Аюшевича. Эту книгу вот так держала. А это из Улан-Батора книга. Это мои трофеи с Улан-Батора. Я вот так держала. И стояла около меня моя двоюродная сестра. Состав: министр культуры Тимур Цыбиков, Тимур Гамбашапович, сотрудники Министерства культуры и так далее. Такой красивый, высоченный, он какой высокий был мужчина, красивый, в таком красивейшем пиджаке, модный принт, в общем, в кепке. Такой красивый, благоухающий мужчина. Выйдя, он первым словом сказал: а вот меня и мой друг Дандок встречает. Кем вы ему приходитесь? Ой, я сказала, я племянница, а это рядом со мной стоит его дочь. И он нас вот так поманил рукой, мы вдвоем к нему подошли, и на его груди мы
Мы с ним встретились, мы с ним познакомились, и он сказал: после концерта подойдите ко мне. А в тот день должна была встреча с ним быть в театре оперы и балета. И вот вечером общественность нашего Улан-Удэ, ну и такие, видимо, возможно, любители еще из сел, наверное, из районов прибежали в Улан-Удэ. И вот я с огромным количеством земляков была на встрече с великим поэтом. И он начал свое выступление именно с 15 сокровенных песен Дандока Ишевича Улзутуева, в 57-8 годах прославившего имя поэта. И вот это стихотворение. И начала я свое общение с вами с приглашением в страну Аяганга. И наверняка завершу нашу с вами сегодняшнюю встречу. Вот Евгений Александрович Евтушенко не любил датских вещей. Что такое датское понятие? Я его очень много читала. Датские вещи – это вирши, это произведения, стихотворения, которые специально заказывают поэтам, литераторам. Вот к такой дате нужно сочинить о партии, я не знаю, о Ленине, о Сталине. Он эти вещи назвал датскими. И я не хочу также сегодня говорить, что 85-летие Дандока, потому мы о нем вспоминаем. 110 лет Цирендулме Дандаковой, 100 лет нынче звездный такой прямо свод 5 литераторов, поэтов: Жамсат Умунов, Цирендулма Дандаковой, Исай Калистратович Калашников и так далее, наш Дандока Ишевич Улзутуев. Дело не в датах. Наоборот, это должно отображаться в датах в нашей жизни. Запоминайте те дни, те возможные уютные вечера, возможно, дни, возможно, утро вас застанет, либо ночь, когда вы действительно возьмете и окунетесь в какую-нибудь из книг, из любых, но дружите с книгой. И дружите друг с другом. Вот пора этих гаджетов отдаляет всех вас друг от друга. Назначайте дни без них. И приезжайте в Шубертуй, в страну Аяганга. И свою встречу с улан-удэнцами, с Бурятией, Евгений Александрович, конечно, начал с его перевода и с великого друга Дандока Улзутуева. Ну и, конечно, Дашарапын Атбоевич был также одним из друзей. Многие наши бурятские поэты, ведь они все в литературном институте варились. Вы слыхали когда-нибудь о траве голубой Аяганга? Ее имя, как отзвук старинного медного гонга. У нее суховатые, колкие стебли, от нее синеваты наши бурятские степи. Есть обычай такой: обживая жилище свое, скотовод возжигает у входа в юрту ее. И пока он сидит, с гостями беседуя, Аяганга курится дымом бессмертия. Дым и сладок до слез, дым и горек до слез. Посмотрите, я вам Аяганга принес. По страницам рассыпал я эту траву. В этом запахе все, чем живу и дышу. Если хочешь, мой друг, привезу я с собой много-много пахучей травы голубой. А я вас увезу в Шубертуй, если только вы захотите. И, кстати, информация недавно, наверное, месяца 2-3 назад узнала о том, что дорогу, ведущую из аэропорта Байкал до нашего Улан-Удэ, эту дорогу будут засаживать фруктовыми деревьями. Этот участок дороги назван Аягангой. Права ли я или нет, я хочу, чтобы вы свои мнения о нашей сегодняшней встрече отправляли сотрудникам библиотеки. Я с ними буду на связи. Мы большой сайт свой хотим организовывать, вообще вещать постоянно.
Только спустя 10 лет мы хотим больше наработать, начинаю заниматься, цифровать будем вообще весь материал, имеющийся у нас. У нас в нашем комплексе работает живая библиотека, то есть я беру у людей интервью на бумажных носителях, где на дисках, где так. Очень много людей, живая библиотека у нас работает, тоже, кстати, одна из интересных форм работы, могу опытом поделиться с вами. И любые вопросы, пожалуйста, передавайте через сотрудников нашей замечательной библиотеки. Не забывайте о литературе, не забывайте о своем самом преданном, настоящем, одухотворенном друге книги. Дружите с книгой, дружите друг с другом, дружите с замечательной библиотекой имени Ташарабдана Бойча Батажабая. И замечательные песни Дандока Ишейча. На все случаи жизни наш поэт всего успел. Улзатара Байерте. Улзатара Байерте. Байерте.